Дорогие друзья, в эфире АЛЛАТРА новости, и мы рады приветствовать вас на канале АЛЛАТРА ТВ. Этот выпуск посвящен уникальному событию глобального масштаба, в подготовке которого участвуют люди со всего мира. 20 марта 2021 года состоится третья международная онлайн-конференция «Созидательное общество. О чем мечтали пророки». Первые две конференции запустили волну активных действий. К проекту «Созидательное общество» уже подключилось много новых участников. Об идее создания нового формата общества заговорили открыто на разных эфирных площадках по всему миру. Люди уже сегодня строят созидательное общество. И это так вдохновляет. Каждый фильм, интервью, беседа, шаг за шагом — это приближает нас к обществу, в котором все мы хотим жить. Беспрецедентное событие современной истории, инициированное людьми со всего мира. Главный проект человечества. Люди перестали молчать о важных проблемах нашего общества. Как все начиналось? 2019 год, 11 мая. Международная конференция «Общество. Последний шанс». 140 стран мира. Сотни тысяч онлайн-подключений. Сотни стриминговых платформ. 7 языков синхронного перевода. Если все мы хотим жить в мире, почему у нас мир насилия и разрушения? Мы можем построить другой мир. Как мы можем это сделать? Декабрь 2020. Созидательное общество. Вместе мы можем. 180 стран мира. Миллионы онлайн-подключений. Тысячи стриминговых платформ. 35 языков синхронного перевода. Люди озвучили реалии сегодняшнего дня и сказали, чего они хотят на самом деле. И это созидательное общество. Во всех культурах есть образ идеального мира, в котором люди хотят жить. Это мир, о котором говорили пророки. Пришло время, когда мы можем воплотить его в реальность. Как мы воспользуемся этим шансом? Давайте встретимся 20 марта 2021 года, 15:00 по Гринвичу. Международное онлайн-событие глобального масштаба. Созидательное общество. О чем мечтали пророки? Это день, когда мир объединится, чтобы узнать правду. Присоединись ко всему человечеству и делись дальше. — 20 марта 2021 года — это день, когда люди со всего мира объединятся в онлайн-конференции, чтобы озвучить истину, которую завещали нам пророки. Время вспомнить о самом главном. Время созидать и жить по-человечески, в любви и единении со всеми людьми. Сейчас активно идет подготовка к конференции, и у каждого человека есть возможность поделиться этой ценной информацией. Есть множество способов, как это сделать. И сегодня мы расскажем о максимально доступных и эффективных способах оповещения людей. Предлагаем посмотреть примеры того, как можно использовать TikTok и пригласить на конференцию своих друзей и знакомых. Как распространять информацию о созидательном обществе в ТикТоке? Потребуется только телефон. Завести аккаунт в ТикТок, начать говорить о созидательном обществе. Можно снимать различный креатив с голосом и без. Уже много участников движения АЛЛАТРА креативит. Кто-то доносит информацию через юмор, кто-то под музыку накладывает к тексту, кто-то просто говорит. Хорошо заходят креативы с животными, музыка, танцы, песни, стихи. Могут зайти хорошо дуэты с популярными видео других авторов. При этом в ней столько возможностей, что найдется решение для вашей идеи обязательно.
Можно использовать различные голосовые и визуальные эффекты. Вопрос света решается съемкой у окна или на улице в светлое время суток. Желательно в тихом месте, где нет посторонних шумов. Можно приобрести петличку и кольцевую лампу, чтобы улучшить качество и чтобы было на что крепить телефон днем. Если у вас ничего из этого нет, снимайте просто на телефон. Лучше действовать в тех условиях, которые есть, чем не снимать. Лучше начать с ролика длиной 8-15 секунд. Вначале заинтересовать одно-два предложения, развить мысли одно-два предложения и рассказать выход одно предложение. Можно сопровождать видеоряд текстом на экране. В описании профиля поместить информацию о конференции. Можно проинформировать людей или непосредственно в видео, или за счет того, что заинтересованные зрители перейдут в профиль и в шапке профиля увидят информацию. Можно проводить прямые эфиры, если у вас более 1000 подписчиков. Во время эфира направляете камеру на себя и можете включить аудиоконференции «Созидательное общество». Есть группа в Telegram, где участники движения делятся опытом и помогают друг другу по ТикТоку. Пишите на эту почту, присоединяйтесь. Даже одно ваше видео может дать миллионы просмотров и запустить цепочку событий, которые приведут к быстрому построению созидательного общества. Прямо сейчас самое время проинформировать всех в ТикТоке о предстоящей конференции. А в день конференции вы можете выйти в прямой эфир, если у вас есть 1000 подписчиков, и сделать так, как вы видите вот здесь. То есть вы можете просто начать говорить, друзья, прямо сейчас идет уникальное, масштабное событие, в нем принимают участие люди из 180 стран мира, происходит синхронный перевод на 45 языков. Подключайтесь, ссылка в шапке моего профиля. Ваше участие очень важно. Дорогие друзья, Дорогие друзья, а сейчас мы Мобашмонишон покажем, как конференция вести конференции со своих мобильных устройств. Давайте посмотрим вместе, как это сделать. Здравствуйте. Я хочу рассказать простой способ, как с помощью телефона iPhone можно сделать прямую трансляцию конференции «Созидательное общество. О чем мечтали пророки» на свою страницу в Facebook или на свой канал в YouTube. Для этого нам надо скачать и установить приложение Screen Recorder Livestream. Скачать к нам. Для быстрого и удобного включения записи экрана в момент конференции нам надо вынести в элементы управления значок записи экрана. Это легко сделать в настройках. В момент конференции нужно подключить телефон к зарядке и выключить все уведомления, чтобы они не мешали. Заходим в приложение. Выбираем, куда будем пускать стрим, в Facebook или в YouTube. Вводим там свои учетные данные. Заполняем название и описание конференции. В момент начала конференции мы заходим на сайт АЛЛАТРА Unites, запускаем на главной странице конференцию, переворачиваем свой телефон горизонтально, чтобы она была на весь экран, проводим пальцем вверх, чтобы вызвать панель управления и нажимаем на ней кнопку записи. Выбираем там наше приложение Screen Recorder Livestream и выключаем микрофон. С помощью этих простых действий все наши друзья на Фейсбуке и подписчики на нашем YouTube-канале смогут посмотреть онлайн трансляцию конференции «Созидательное общество. О чем мечтали пророки». Это отличный способ поделиться с ними этой конференцией. Всем привет! Сегодня мы покажем, как сделать стрим со своего Android телефона на Facebook и YouTube. Для этого нам понадобится мобильный телефон на Android, подключить его к зарядному устройству и подключиться к хорошему интернету Wi-Fi. Но первое, что нужно сделать, это отключить уведомления. Это делается очень просто. К примеру, на телефоне Samsung мы должны выбрать режим без звука, видите, без звука, и включить режим «Не беспокоить» Do Not Disturb Mode. На телефоне Xiaomi это делается аналогичным способом. Все тоже очень просто. Мы ищем Луну и включаем режим «Не беспокоить». Видите? Не беспокоить. Следующий шаг – это скачать приложение Larix Screencaster. Ссылка в описании. Я уже открыл Play Market. И вот оно так выглядит. Нажимаем «Установить», «Install».
Вот приложение установилось, мы его открываем. Здесь очень простое меню. Когда мы нажмем кнопку «Старт», будет захватываться экран и происходить трансляция. Но очень важно выбрать аудиоисточник, не микрофон, а медиаисточник. Аудио, Sound Settings, выбираем Media Sound. Это нужно для того, чтобы весь звук, который исходит из динамика устройства, шел в трансляцию. Для того, чтобы пустить трансляцию с приложения, необходимо добавить ключи с YouTube и Facebook. Как создавать эти трансляции, смотрите в видео по ссылке в описании. А сейчас мы покажем, как передать ключи с YouTube в приложение. Для этого мы открыли страницу YouTube, копируем ссылку, берем любой мессенджер, в нашем случае используем Telegram, передаем ссылку другу, вставляем эту ссылочку, видите, вставил ссылка, сначала идет, пишем вот такую скобочка, и вставляем ключ. Нажимаем «Скопировать» и вставляем ключ. У нас получилась ссылка и с ключом вместе. Отправляем. Я зашел с телефона в мессенджер, получил это сообщение, нажимаю его «Скопировать». Дальше я перехожу в приложение Larix Screencaster, нажимаю 3 точечки, настройки, Settings, Connections, соединение. Выбираю здесь New Connection, новое соединение, подписываю My YouTube. Можете подписать как угодно. И там, где URL, я вставляю эту ссылку. Вставить. Сохранить. Save. Видите, у нас появился новый выходной источник. И стоит галочка, значит, стрим будет идти сюда. То же самое мы делаем с Facebook. Я уже скопировал ключ. Пишем Facebook. Вставляем ключ. Сохраняем. Выбираем это источник соединения. Возвращаемся назад и нажимаем «Старт». Разрешаем. «Старт». Сейчас у нас должна прийти трансляция. Мы открыли шторку и видим, что у нас идет на Facebook и на YouTube поток. Открываем YouTube, Facebook, страничка, что-то этот. Видите, на YouTube пошел поток. Качество соединения отличное. И у нас пошла трансляция. Но особенность в том, что у нас она в вертикальном режиме. Нам необходимо ее перевернуть. Для этого нужно выбрать режим перевернутый. И теперь у нас трансляция, сейчас она дойдет, будет в перевернутом режиме. Далее переходим на сайт ALLATRA Unites, находим прямые трансляции, выбираем язык русский, к примеру. У нас открывается YouTube. Иногда он открывается сразу в приложении, иногда нас как сайт. Для того, чтобы открыть в приложении, нажимаем 3 точки в браузере и Open in App. Теперь эту трансляцию видят все ваши друзья на YouTube и на Facebook. Им придет уведомление о начале этой трансляции. Когда трансляция завершена, переходим опять в приложение Larix Screencaster. Нажимаем кнопку «Стоп». На этом этапе стрим остановлен. Еще один действенный инструмент, который используют многие люди, это социальная сеть Facebook. У вас уже есть аккаунт? Тогда смело запускайте прямой эфир 20 марта. О том, как это сделать, мы узнаем из следующего сюжета. Мы хотим с вами поделиться, как можно донести информацию в соцсети Facebook. Некоторые инструменты вы уже слышали, мы их сейчас повторим. Мы с вами активно можем планировать прямые эфиры. Где могут проходить эти прямые эфиры? Первое – это наш личный аккаунт. Второе
Каждый из нас находится в каком-то городе, живет в каком-то городе. И у нас у каждого в городе есть группы, городские социальные группы в соцсети Facebook. Например, эти группы могут быть посвящены новостям, мероприятиям, анонсам, афишам, каким-то социальным вопросам, группам по интересам. Что мы с вами можем сделать? Мы можем вступать в эти группы и размещать там наш прямой эфир, планировать наш прямой эфир. А наша техническая команда с радостью нам это поможет воплотить в жизнь. Где мы еще можем размещать наши прямые эфиры? У каждого из нас есть определенный круг знакомых. Те знакомые, которые поддерживают проект «Созидательное общество», можно предложить им, чтобы они у себя на своих личных аккаунтах разместили такой прямой эфир. Также у нас есть гости, с которыми мы проводим постоянно 6 рукопожатий и в прямых эфирах, и в интервью. Мы точно так же можем нашим гостям предложить, что 20 марта они могут разместить прямой эфир конференции «Созидательное общество. О чем мечтали пророки» на своей площадке. Почему мы говорим о прямых эфирах и насколько это важно? Когда мы размещаем прямой эфир, об этом приходит уведомление каждому подписчику нашей странички или каждому другу в наших соцсетях. Также у нас у каждого есть очень много друзей в соцсети. Что мы можем сделать? Как мы можем пригласить этих друзей к нам на конференцию? У нас есть официальные мероприятия на наших официальных страничках, и каждый из нас может пригласить 500 своих друзей на это мероприятие. Также мы можем пригласить своих друзей подписаться на наши странички АЛЛАТРА ТВ и АЛЛАТРА Юнайт Созидательное общество. И таким образом человек постоянно будет получать новости, которые выходят на этих каналах. Эти инструменты очень простые, занимают очень мало времени. Буквально 5, 15, 30 минут нашего времени, а большое громадное количество людей может узнать о таком замечательном мероприятии. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, друзья. Очень рады каждому из вас помочь реализовать эту возможность создания прямого эфира. В социальной сети Instagram многие люди делятся уникальной информацией о предстоящей конференции. Они размещают фотографии и видеоанонсы. Очень важно, чтобы каждый наш друг услышал истину, которую привносили пророки в мир. Как транслировать конференцию в прямом эфире в Инстаграме, мы узнаем из следующего видео. Всем привет! Сейчас я вам покажу несколько способов о том, как можно с помощью Instagram информировать людей о предстоящей конференции «Созидательное общество. О чем мечтали пророки». И первое, что можно сделать, это просто поделиться об этом в сторис со своими друзьями и подписчиками. Для этого берем телефон, заходим в приложение, смахиваем вправо главный экран и просто начинаем записывать историю. Поделитесь о том, почему это важно для вас, почему это важно для нас всех, что это за событие, и пригласите к просмотру своих друзей и подписчиков. Также можно отметить аккаунты АЛЛАТРА ТВ, АЛЛАТРА Юнайт, поставить хэштеги и заливайте к себе в сторис. Еще один инструмент, с помощью которого можно информировать о предстоящей конференции, это публикации или же по-другому посты. В них можно выкладывать анонсы, которые выходят на канале АЛЛАТРА ТВ. Сейчас я покажу, как. Для этого на канале АЛЛАТРА ТВ в YouTube заходим в плейлист по конференции «Созидательное общество. О чем мечтали пророки». Выбираем понравившийся нам анонс предстоящей конференции, например, вот этот. Копируем ссылку этого видео. Далее заходим в Telegram-бот Save YouTube Bot. Отправляем ему ссылку нужного нам видео. Указываем нужный нам формат, качество. Скачиваем его к себе в фотопоток. Последние времена. Далее идем в Instagram, нажимаем на плюсик, выбираем нужное нам видео, подравниваем края, нажимаем «Далее», «Продолжить». Выбираем нужную нам картинку или загружаем готовую, нажимаем «Далее», добавляем текст, название и готово.
Это одни из вариантов, как можно использовать эти инструменты. Не бойтесь креативить, подходите по-разному, и у вас обязательно все получится. А сейчас я вам покажу, как с помощью прямого эфира в Instagram можно сделать трансляцию конференции 20 марта к себе на страничку. Для этого нам понадобится всего 3 предмета: компьютер, телефон и подставка под телефон. В моем случае это кружка. Ставим компьютер на нужную нам высоту, телефон в подставку, и наша конструкция готова. Останется лишь только нажать кнопку прямого эфира. Ничего не мешает человеку, если он искренне стремится участвовать в построении созидательного общества и действует. Каждый вносит свой вклад в общее дело. У вас есть креативные идеи, и вы хотите создать видео о конференции 20 марта, а вы знаете, что это можно делать даже в телефоне. И следующий наш лайфхак именно об этом. Здравствуйте, друзья! 20 марта состоится конференция «Созидательное общество. О чем мечтали пророки». И участники со всего мира, а также неравнодушные люди делятся информацией о предстоящей конференции. Ведь это очень важное событие для всего человечества. Я также действую в этом направлении. И недавно я присоединился к команде АЛЛАТРА Новости и помогаю монтировать футажи. Но у меня нет компьютера или ноутбука, но я помогаю с помощью телефона. И хочу с вами монтировать. میخوام میشونیم که خیلی در شبکه‌های خود بمونیم و همین خیلی با شما رسانم که خیلی خبرها میرسونم. Перед тем, как создавать футажи и видео, من در تلفنم برنامه KineMaster رو скачать کردم و همین خیلی در کانال ALLATRA TV برنامه‌ای که به من محبوب شده است نگاه میکنم و سلکه هاشو نگرفته به سایتی پریسیور می‌دارم برای آنلاین скачать کردن ویدیوها از یوتیوب. بعدا در برنامه پلیماستر در اومده فرمتی میخواستگیم رو انتخاب کرده و اون رو دیگر کرده. переходы, музыку, текст, дополнительные фото и видео. Пробую разные варианты спецэффектов и анимаций. Далее просматриваю видео, и если все нравится, перехожу к сохранению видео. Ну и дальше после сохранения смотрим результат. Стремительно развивается и набирает популярность новая социальная сеть Clubhouse, в которой участники международного общественного движения «АЛЛАТРА» уже активно делятся идеей созидательного общества и приглашают подключиться к просмотру предстоящей конференции 20 марта. Сейчас мы узнаем, как это происходит. С нами на связи Юлия. Юлия, здравствуй! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу вам рассказать еще об одном способе информирования о предстоящей конференции. Это новая соцсеть Clubhouse. На чем она основана? Основана она только на голосовом общении онлайн. То есть там нету ни аудиосообщений, нету ни текстовых сообщений, видеосообщений, ничего этого нету. То есть общение происходит сейчас, в данном моменте. Каким образом можно информировать? Можно ходить по комнатам, да, где собираются люди по различным тематикам, поднимать руку, чтобы вас вызвали на сцену. И когда вас вызывают на сцену, можно представиться. Даются обычно там минутка на представление. И как раз можно представиться как участник проекта «Созидательное общество» и пригласить всех на предстоящую конференцию 20 марта «Созидательное общество. О чем мечтали пророки». Также, как вы видели уже на экране, у нас есть клуб, даже 2 клуба. Один называется «Созидательное общество», он на русском языке, и второй на английском, Creative Society.
Вы тоже можете подписаться на эти клубы, и когда мы проводим комнаты совместные по теме созидательного общества, тоже подключаться. Таким образом, можно информировать все больше и больше людей о предстоящей конференции и о проекте «Созидательное общество». Ведь эта конференция — это самое важное событие за всю историю нашей цивилизации. Спасибо. Юлия, спасибо большое. Каждый из нас может поделиться информацией о конференции «Созидательное общество. О чем мечтали пророки» в различных городских группах. Если вы состоите в таких сообществах по интересам, свяжитесь с администраторами групп, поговорите лично и предложите показать прямой эфир конференции. Задумайтесь, если каждый участник сделает это, то у многих людей будет возможность соприкоснуться с глубинной сутью данной конференции и услышать правду. Давайте вместе действовать и создавать тот мир, в котором мы хотим жить. Инструментов для распространения информации очень много. Главное — иметь огромное желание оповестить других людей об этом важном общечеловеческом событии. Каждый день на канале АЛЛАТРА ТВ выходят видеоанонсы конференции, которые можно загружать с плейлиста YouTube-канала и делиться ими со всеми своими знакомыми, друзьями, родственниками в социальных сетях. Представь, мир, где царит справедливость, добро и равенство, где каждый человек живет в достатке и изобилии, где не страшно идти домой по темной улице, где не нужно выживать, а можно жить и дышать полной грудью. Не о таком ли мире нам говорили пророки во все времена? Не о таком ли мире мы и сами давно мечтаем? Но кто же его построит, если не мы сами? 20 марта 2021 года в 15:00 по Гринвичу на платформе allatraunites.com состоится третья международная онлайн-конференция «Созидательное общество. О чем мечтали пророки», организованная по инициативе миллионов людей со всего мира. Присоединяйся к прямой трансляции и позови друзей. Давайте вместе построим мир нашей мечты. Каждый человек мечтает о счастье, о мирном небе над головой, достойной жизни. И что самое главное, о возможности построения такого общества много лет назад говорили наши пророки. Именно этому будет посвящена предстоящая конференция, в которой примут участие спикеры со всего мира. Сегодня у людей появился реальный шанс воплотить в жизнь заветы пророков и создать тот мир, о котором они мечтали. Объединившись всем человечеством в общей идее построить созидательное общество, в котором каждый человек сможет реализовать свой духовно-нравственный потенциал. И сегодня от выбора каждого из нас зависит, каким будет наше будущее. До встречи на международной онлайн-конференции «Созидательное общество. О чем мечтали пророки».